Приветствую всех! Сегодня у нас довольно интригующая тема. Здравствуйте. Да, тема действительно захватывающая. Мы погружаемся в историю енисейских кыргызов. Это 8-10 века. И пытаемся разобраться в роли рода Аз. Именно. У нас есть источники, там выдержки из исследований, упоминания у китайцев, у арабов, рунические надписи тоже есть. Да, такой набор данных, и вот задача сложить из этого цельную картину. И понять, какова была реальная роль этого рода Аз. Есть мнение, и источники на это указывают, что они были, не просто род, а аристократия. Элита. Элита, которая сыграла важную роль в объединении кыргызов. Похоже на то. И что особенно интересно, их имя могло быть связано с титулом верховного правителя. А, вот это про титул Ажо. Да, китайские источники 6-8 веков как раз называют правителя кыргызов Ажо. Ажо. Я читала, что там даже не один правитель был, а трое как бы совместно правили. Было и такое упоминание, да. Но вот титул Аджа, он ключевой. Особенно, когда в начале IX века, когда уйгуры ослабли. Да-да. Этот самый Аджо сам себя ханом провозгласил. Ханом. То есть это не просто имя, а высокий титул, и известный еще в VII веке, получается? Именно так. И вот тут, собственно, начинаются научные споры интерпретации. Что это слово «аджа» вообще значит? Ну да, логичный вопрос. Какие есть версии? Версий несколько. Вот, например, синолог Яхонтов считал, что это китайцы так передали титул «инал». Инал, знакомый титул. А вот, скажем, археолог Худяков, он предположил другое, что аджа — это как раз китайская форма названия рода. Того самого племени. Аз или Аш? Да, аз или аш. Того племени, которое, по его мнению, и было элитой. Подождите. То есть титул правителя мог происходить от имени целого элитарного рода? Вот это поворот. Именно. Версия Худякова как раз об этом. Есть еще версия академика Маргулана, он видел в Ажо возможное значение «прародитель». Прародитель? Тоже интересно. Но версия про связь с родом Аз кажется какой-то, очень значимой. Получается, элита и верховная власть почти одно и то же в названии. Многие исследователи склоняются именно к этой гипотезе. Да? Связь титула Ажа с родом Аз. И есть даже такое любопытное предположение. Какое? Что память об этих титулах Инал и Аже, она могла сохраниться. Уже позже у тиншанских кыргызов. В легендах? Вы про образ прародительницы Нал-Эжа. Именно про нее. Есть версия, что Нал-Эже — это, возможно, искаженное временем Инал-Аже. Надо же. Инал-Аже — это же может быть ключом к пониманию, как память трансформировалась. Это, конечно, красивая гипотеза. Но она все-таки лежит в области интерпретации фольклора. Тут надо быть осторожным. Понимаю. Давайте вернемся к более, так сказать, твердым данным. Рунические надписи. Да. Азы упоминаются вместе с киргизами в древнетюркских рунических надписях. Это уже письменные свидетельства той эпохи. То есть мы видим их сначала на Енисее, вот эта связь с титулом Аджоа, а потом куда они деваются? А вот потом, после событий 715 года, источники говорят, что они оказались в Семиречье. В Семиречье. Это же западнее между Балхашом и Иссык-Кулем, так? Совершенно верно. И там их упоминает, например, арабский географ Ибн Хардадбек, называет их Азк-Киши. Аз-Киши. Люди Аз, видимо. Вероятно, да. И там они, судя по всему, соседствуют с другими племенами, чигилями, ягма, То есть они мигрировали. и стали частью уже другой политической карты, в Семиречье. Похоже на то. И это важно, потому что их перемещение ставит азов в гущу событий, где формировались новые этнополитические объединения. И они там не одни. Вы упомянули Чигилей, Ягма. Да. Причем миграция азов шла как бы параллельно с ягма. Это даже породило гипотезу, а не были ли ягма одной из групп азов. Ого. То есть, возможно, это была целая группа родственных племен. Вполне возможно. Вместе с чигилями они, как предполагают, составили ядро так называемой западной группы кыргызов. Интересно. А само имя Аз, оно как-то дальше прослеживается или исчезло? Нет, не исчезло. Оно сохранилось, хотя и немного в измененном виде. Как именно? В более поздних источниках, например, есть такой сборник «Маджму ат-Таварих», это 14-17 века, там потомки азов упоминаются среди кыргызов.
Под каким именем? Как торт Тамгалу-Азык. Возможно, это значит четырехтамговые азики, по числу родов или тамг. Азык, то есть трансформация из аз в азык. Да. Арабы тоже называли их потомков Кара-Азык, или просто Азык. И есть еще рунические надписи из Таласа, уже не енисейские, а таласские, где тоже есть фраза, указывающая на Азов. Значит, память жила. Пусть и под именем Азык, но вы сказали, что позже появлялись и другие версии происхождения. Да, это важно отметить. Уже в XIV-XVII веках, в эпоху исламизации, появляются другие генеалогии, связанные там с исламскими фигурами или с легендарным Огус-ханом. То есть старая память как бы отодвигается. Но она конкурирует с новыми версиями, скажем так. Но ранние источники, те, что синхронны событиям VIII-X веков, они четко и настойчиво связывают элиту, верховную власть именно с родом Аз и титулом Ажо. Так, давайте подведем какой-то итог. Что у нас получается на основе вот этих данных? Получается, что род Аз — это, судя по всему, одна из ключевых аристократических элитарных групп у енисейских кыргызов VIII-X веков. И эта группа была настолько влиятельна, что ее имя оказалось тесно связано с титулом верховного правителя Ашо. Именно так. Это главный вывод, который можно сделать из сопоставления ранних источников. И вот теперь, наверное, главный вопрос для размышления, да? Титул Ашо, похоже, со временем исчезает из активного употребления в источниках. Поздние предания предлагают уже другие генеалогии, другие корни. Но насколько глубоко вот это изначальное влияние рода Аз, его связь с властью? Вот, насколько оно могло сохраниться. Может быть, в каких-то структурах, в традициях, в самосознании народа в последующие века, даже когда само имя Ас стало менее явным или превратилось в азык. То есть скрытое наследие элиты. Возможно. Вот над этим действительно стоит подумать, анализируя дальнейшую историю кыргызов.